Сергей Иванов – пенсионер УФСИН, проработал 20 лет в системе исполнения наказаний. Сейчас работает гидрологом на метеостанции. В 2020 году, когда всю планету накрыла пандемия коронавируса и люди были вынуждены сидеть дома, герой сюжета увлекся резьбой по дереву. Потихоньку, понемножку Сергей набивал руку и начал делать уже более сложные композиции. Например, тотем хангаласов «Орла». И вот буквально 2 месяца назад с деревянных изделий он перешел на металлические, в частности, на топоры. Вообще я человек такой, я не люблю заниматься одним чем-то, мне постоянно хочется что-то новое испытать. И просто увидел вот в телевизоре, в телефоне попался сюжет травления топор, художественное травление топоров. Ну и вот начал я потихонечку тоже сам. Технология травления по металлу – процесс мудреный. Если в 2 словах, то сначала болгаркой очищают поверхность топора от ржавчины и грязи, обтачивают форму, затем наносится краска, на ней прорисовывают узоры, которые далее выцарапываются самодельным инструментом. После чего уже идет процесс травления, он то довольно-таки долгий, часа 2-3, смотря от глубины нанесения рисунка на топор. С помощью зарядного устройства, которым аккумуляторы заряжают, в растворе солевом, густом солевом растворе, 2 пластины нержавейки, присоединяется плюс-минус, к топору подсоединяется и к этим пластинам. И вот подключается в сеть, и таким способом делается травление. На сегодняшний день герой сюжета изготовил уже 12 топоров. В среднем на одно изделие уходит 3-5 дней. Стоимость от 6000 рублей. Есть топоры и со скандинавскими мотивами, и с якутскими, например, с изображением ленских столбов. Это топоры абсолютно не декоративные. Вот там можно будет потом посмотреть. Полностью рабочий топор, просто красивый. В комплект к топорам Сергей также начал делать деревянные чехлы. Посмотрел в интернете. Эвенкийский чехол для топора. Посмотрел, и все. Оказывается, легко и просто. И материала тот же самый береза, плюс полоски кожаные, я старую куртку располосовал. Чтобы не зацеплялось лезвие, да? Ну и, во-первых, когда у него есть чехол, его можно положить в рюкзак, положить в машину безопасно. Ну, в целях безопасности. Да, ничто не повредится, не испортишь, ничего не порежешь. Дальше больше. В планах у Сергея Иванова начать изготавливать деревянные скульптуры, так называемые малые архитектурные формы, которые в будущем могут украсить общественные места родного Покровска. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.